Барлықтарыңызға қайырлы күн. В этом видео я хочу рассказать вам о падежных окончаниях. В казахском языке есть 7 падежей, но в этом видео я покажу и объясню вам суффиксов 5 падежей. Падежные окончания нужны нам для того, чтобы соединять слова друг с другом в предложении. Чтобы вы поняли логику и суть каждого суффикса, я нарисовала иллюстрацию и буду объяснять вам по этим иллюстрациям. Обратите внимание на эту иллюстрацию. У меня выходит вот такая история. Я с моей подругой на машине поехали в кино. Мы там посмотрели кино, увидели нашего друга, из кино возвратились домой. И вот это предложение я хочу показать вам, как это строится и для чего мы добавляем тот или иной суффикс. Итак, первое. Я с подругой. Мен досыммен. Мен досыммен. Я с подругой, мен досыммен. Добавляем суффикс мен. Также есть суффикс бен и пен. Вот эти суффиксы мен, бен, пен соответствуют предлогам русского языка с. Это может быть с Динарой, Динара мен, это может быть с мамой, она мен, с Русланом, Руслан мен, с ребенком, балам мен и так далее. То есть понятно, суффикс мен, бен, пен соответствует предлогу русского языка с. Я с подругой, мен досым мен. Дальше на машине, машина, мен. Опять добавляю мен. То есть суффикс мен, бен, пен отвечает на два вопроса. Первый это было с кем, и второй это было на чем. Это может быть на автобусе, автобус пен, это может быть на поезде, поезд бен, это может быть на метро, метро мен, на такси, такси мен и так далее. Я с подругой мен досым мен, на машине, машина мен. Это был первый суффикс. Функция этого суффикса с кем и на чем. Идем дальше. Мы едем куда? В кино. Это наше направление. Смотрите, в кино будет кинога. Кинога. 4 суффикса га, ге. Ка-ке. Га-ге, ка-ке соответствует предлогам русского языка в и на со значением передвижения, со значением направления. То есть это может быть в магазин, дүкенге, в школу, мектепке, в Америку, Америкаға, в Казахстан, Казахстанға, домой, үйге, в Мегу, Мегаға и так далее. Куда мы направляемся, туда же мы добавляем суффиксы га, ге, ка, ке. В данном случае мы добавляем га, кинога. Идем еще раз. Я с подругой мен досым мен на машине, машина мен. Куда? Кинога. Бардық. Поехали. Глагол давайте я напишу вот сюда, чтобы мы не забыли. Бардық это поехали в прошедшем времени. Бардық. Так, теперь мы находимся вот здесь. Вот мы. Мы находимся в кино, смотрим кино в кинотеатре. Мен или біз кинотеатрда кино көрдік. Так, нам нужно сказать в кинотеатре или в кино. Кино, да, добавляем да. Также да, де, та, те соответствуют предлогам русского языка в и на со значением местоположения. То есть, если мы будем где-то находиться, если мы где-то будем проживать, сидеть, стоять, что-то делать, то мы к этому же слову будем добавлять суффиксы да, де, та, те. Например, дома, үйде, в школе, мектепте, в Казахстане, Казахстанда, в Алматы, Алматыда, на работе, жұмыста, в кинотеатре, кинотеатрда. Если мы где-то находимся,
мы этому же слову добавляем суффиксы да, де, та, те. Кинотеатр, да. Так, это у нас был второй суффикс. Это у нас будет третий суффикс. Мен досыммен, машинамен киноға бардық. Біз кинода кино көрдік. В кинотеатре мы смотрели кино. Кинотеатрда кино көрдік. Көрдік смотрели. Дальше. Мы в кинотеатре увидели кого? Пускай это будет Аскар. Увидели Аскара. Получается Аскарды, Аскара, Аскарды көрдік. Увидели. Суффиксы д, т и н. Эти суффиксы соответствуют винительному падежу русского языка, то есть кого и что. Если мы кого-то увидели, кого-то пригласили, то есть если слово отвечает на вопрос «кого», то мы этому же слову добавляем суффиксы д, т, н. Например, кого увидели? Динару, Динаране, актера, актер президента, президент друга, доста и так далее. Четвертый суффикс. Еще раз. Мен досыммен, машинамен киноға бардық. Біз кинода кино көрдік. Кинода Аскарды көрдік. Теперь нам нужно сказать, вот мы посмотрели фильм, увидели Аскара, теперь мы возвращаемся домой или возвратились домой. Біз кинодан, вот кино, возвращаемся вот сюда, домой. Из кино. Кино плюс суффикс дан. Из. Также ден, тан, тен и нан, нен. Вот эти суффиксы соответствуют предлогам русского языка с, из, от, у, то есть откуда. Из кинотеатра, кинотеатрдан, из магазина, дүкеннен, из школы, мектептен, из Америки, Америкадан, из России, Россиядан, из Казахстана, Казахстаннан. В этом случае у нас кино, мы возвращаемся из кино домой, в дом, то есть кинодан, куда? Үйге, үйге, и дом, направление ге. Үйге бардық. Суффиксы дан, ден, тан, тен, нан, нен у нас по счету. Пятый суффикс. Вы можете также нарисовать иллюстрации и составить свой рассказ, куда вы с кем ходили, на чем вы туда ходили, что вы там делали, откуда вы куда возвращались, кого вы там увидели. И с помощью таких тренировок вы можете без ошибок использовать все падежные суффиксы. Обратите, пожалуйста, внимание на суффиксы. Давайте еще раз пройдем. Первые суффиксы мен, бен, пен. С помощью этих суффиксов мы можем сказать, с кем мы делаем действие. Это может быть с Динарой, Динара мен. Дальше с чем. Это может быть чай с молоком, сахаром, чай, сүтпен, лимонмен, қантпен и так далее. И третье, на чем. Это может быть на автобусе, автобуспен, метромен, таксимен и так далее. Закрепили. Дальше идем суффиксы га, ге, ка, ке. Вопрос куда и кому. Куда направление. Алматыға, Европаға, үйге, жұмысқа, дүкенге и так далее. И дальше третье. Суффиксы да, де, та, те. Показывают на местоположение. То есть где и у кого. Где Алматыда, Казахстанда, Европада, үйде, жұмыста, дүкенде, салонда, мегада. Дальше суффиксы дан, ден, тан, тен, нан, нен показывают откуда и от кого. Откуда? Қытайдан, из Китая. Америкадан, из Америки. Жұмыстан, с работы. Мектептен, из школы. И последние суффиксы да, де, та, те, на, не отвечают на вопросы кого, что, кого мы увидели,
кого мы пригласили. То есть, если слово отвечает на вопрос «кого», то мы добавляем суффиксы «даде», «тата», «нене». Вот и все, друзья. Нужно четко понимать логику, суть каждого суффикса. И только тогда вы можете строить предложение правильно, без ошибок. Барлықтарыңызға көп рахмет, сәттілік!